Администрация Владикавказа начала работу в новом формате. Ушли в прошлое разговоры в кабинетах. Сотрудники мэрии теперь будут выезжать на места и в режиме реального времени получать информацию о происходящем от всех соответствующих ведомств и жильцов одновременно. Такое нововведение распространяется лишь на коллективные обращения. Первым местом встречи стала 16-этажка на улице Цакалаева. 50 человек жаловались на перебои с электроснабжением. По их словам, виной всему незаконное подключение к внутридомовым электрическим сетям недавно открывшейся пекарни. Там 4 раза мы горели. И я когда пошла в домоуправление, что я прихожу, Марат, там этот электрик, как у себя дома. А где управляющая компания? Вот он копается здесь. Я говорю: Марат, а что вы делаете? Когда сказали, что в щитовой вообще заходить никому нельзя. Мы 4 раза горели. А он говорит: а я все делаю правильно. Правильно для кого? Для магазина или для пекарни, но не для нас. Выслушав собравшихся, Сергей Дзантьев поручил разобрать запутавшийся клубок проблем и, главное, оповестить о результатах всех собственников. За исполнение поручения отвечает руководитель Левобережной префектуры Магомед Дударов. Чиновник должен в кратчайшие сроки предоставить жильцам официальное заключение о принадлежности электросетей пекарни и главную причину перебоев в доме. В ходе разговора глава администрации отметил, большинство проблем возникает из-за неинформированности граждан. Сейчас ведется активная работа для преодоления административных барьеров. Мы сейчас разрабатываем программу, проводим модернизацию в администрации, чтобы была прямая связь, и телефонная связь, и даже видеосвязь с жителями города. Я думаю, где-то 2-3 месяца надо, чтобы вот такая новая форма взаимодействия с жителями города она была отработана. Новая форма – это IP-телефония и абсолютно новый портал. С его помощью горожане смогут напрямую связаться с любым отделом администрации, обратиться с жалобой и даже прислать фотографии. Современные технологии позволят более оперативно реагировать на возникающие проблемы. Однако, отмечают в мэрии, личные встречи с жильцами будут проводиться все равно. Яна Гайгиева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ.